Zaman hayır olsun, GRT kanalında Gagauzya Gün programması sizinle onun götürücüsü Lyudmila Novak. Biz bugün Bulner Skirsova köyün Çayka Uşak lagerinde. Nerede politsiya uzmanları bugün geçirdiler kimi olayları, angılarında anlattılar, kuralları ne lazım götürmeye kendilerini uşaklara, hani türlü zehirlerden korunma. Biz bu iş için laf edeceğiz bugün programının kahramanından, Gagauzya Polisiya Bakanı ofiserinden Vladimir Yakimov. Vladimir, zaman hayır olsun. Vladimir, nice bilinir, nice bizim çekim grupamız bugün gördü. Hani siz geçirdiniz kimi yaptıkları, gösterdiniz video uşaklara değin, lagerde kim bulunur, tanıştırdınız onları kurallarla, ne soy korunma türlü zehirlerden. Buyurun anladın, ne soy bu diyeceğiz merapriyateye geçti, plana göre mi o geçer, ne kadar sık geçer, hem de ne soy kurallarla onları tanıştırırsınız. Hem ne için bu lazım? Biz savaşırız gezmek hepsi лагерде, konuşmaya çocuklarla, объяснять им, как правильно себя вести. Не только среди детей в лагере, Сверстников. Своих сверстников, но и когда они остаются дома, когда они находятся на природе, когда они находятся на водоемах. Что входит в эту программу по предупреждению? Вы с какими сотрудниками ездите? Что именно показываете им? Потому что я видела, что был и специально подготовленный фильм для этого, были брошюры. Немножечко поподробнее для детей, которые не находятся в лагерях, но у них летний период, потому что летний период, как нам известно, он достаточно травмоопасный период, потому что дети больше времени проводят не в школе, скажем так, на занятиях, где есть какой-то контроль, а они находятся, не знаю, на детских площадках, между собой часто общаются, может быть, на каких-то велосипеды и другая техника. Что входит в эту программу мероприятий? Стараемся обижать с управлением чрезвычайных ситуаций, потому что детям интересно, как они пользуются, как тушат пожар. Сейчас жарко, и они хотят немножко охладиться тоже. Да, мы видели на лицах радость большую у детей, поскольку они действительно близко увидели эту спецтехнику и могли, скажем так, пощупать ее. Бывает, что иногда по предварительной договоренности с директорами детских лагерей мы приезжаем в любой, абсолютно любой лагерь, который находится на территории Гагаузии, потому что мы служим именно Гагаузии, где стараемся преподнести информацию, доступную для наших детей. В эту информацию входит, когда они остаются дома, как правильно себя вести, не открывать детям, не открывать посторонним, незнакомым лицам дверь, не пускать их в дом. А даже если они представляются сотрудниками полиции или пожарником, или каких-либо служб, муниципальных служб, нужно позвать взрослого или убедиться, что он действительно является таким работником. Кроме того, мы стараемся довести до людей, для детей, что в летний период они обычно катаются на велосипедах, на самокатах. У многих есть электросамокаты, которые, они ездят без средств защиты. Без амуниции специальной? Да, и очень много получают физических увечий таким образом. Да, транспорт еще может отремонтировать, а человеку очень тяжело будет поставить на ноги опять заново, с такими же условиями, каким он был до этого. Правила поведения на воде. То есть человек, который видит, что он начинает захлебываться в воде, не надо паниковать. Ни в коем случае. Надо набрать как можно больше воздуха, успокоиться, повернуться на спину и лежать на воде. Человек увидит, что, ребенок даже увидит, что он легче воды, и его подымет. И он будет плыть по течению. Если он находится на реке, то он
по течению будет строиться. Если так, то взрослый увидит, что ему плохо, и будет звать на помощь. Скажите, что касаемо воды, потому что в летний период, к сожалению, когда начинается период купания, скажем так, да, к сожалению, иногда мы отмечаем в средствах массовой информации историю о том, что кто-то из детей, да, утонул. Это очень большое горе для родителей. Как предупредить этих детей? Потому что они считают, что они герои, они все знают. И некоторые из них, даже не умея плавать, лезут в воду. Что нужно этим детям сказать, и как сказать, и донести, для того, чтобы они были как можно более, не знаю, Ну, давайте начнем с того, самосохранение включилось у них. давайте начнем с того, что на территории Гагаузии ни в одном водоеме нельзя купаться, запрещено купаться. Специальные службы как бы по заборам анализов имеется в виду. Нет, вообще запрещено купаться в озерах, потому что нет разрешения с агентства АНСа, нет разрешения, потому что они делают и еженедельные заборы проб. И я, насколько знаю, до сих пор еще нет ни одного разрешения ни на один водоем. Но несмотря на это, дети идут купаться в бассейн. И в общественные бассейны, и дома в бассейнах купаются. И да, есть, пренебрегают они своей безопасностью. Даже в маленьком бассейне 2 на 2 или 2 на 4 высотой, они прыгают, как все знают, рыбкой, то есть головой вниз. И в любой момент они могут себе, во-первых, повредить шейный отдел, носовую полость, носоглотку. И, можно сказать, в чашке воды утонуть. Не надо пренебрегать техникой безопасности и вести себя более-менее спокойно и адекватно. То есть, получается, на мелководье нельзя, запрещено прыгать в воду. В воду необходимо заходить аккуратно. Аккуратно, да. Потому что я знаю, что были случаи, когда уже достаточно молодые взрослые люди повредили себе шейные отделы и остались... Ну, на моем опыте был такой момент, когда человек прыгнул рыбкой с обрыва, и он напоролся на металлический штык. То есть он не обследовал дно, он напоролся на металлический штык, что зашел сквозь грудную клетку. Хорошо, что были рядом более-менее опытные люди, его вытащили, вызвали скорую помощь, и он пришел сам. Скажите, что касаемо различной техники, которые вы говорили, велосипеды и очень популярные в последнее время самокаты, электросамокаты, которые бывают различных моделей, некоторые из них развивают очень даже хорошие, да, скорости, потому что они бывают порой и машину объезжают. И на них катаются электроскутеры, опять же, замечала младший очень возраст, маленький, и они сидят за рулем. Что в данном случае делать? Это... Есть ли у нас уже закон, который предусматривает, что с какого-то определенного возраста только можно на них садиться, и права нужны, специальные документы, или родителям на это тоже обратить внимание? Да, законы есть, но дело в том, что все равно ребенок должен садиться с водительским удостоверением, это как самокаты, скутера, электроскутера, которые имеют более 50 кубиков. Или так вот. Водительское удостоверение дается совершеннолетним. То есть дети до 18 лет, никто не имеет водительского удостоверения. Физически не имеет такой возможности. Но несмотря на это, я замечал, ездят по проезжей части, на сумасшедшей скорости. Бывает, когда переезжают перекресток, не следят за тем, есть ли встречное движение, поворачивает ли машина. И очень много аварийные ситуации. Дорожно-транспортных происшествий. И опять хочу повториться, человек сам виноват в том, что он совершил такую оплошность. То есть не предостерег себя от будущих получений своих увечий. То есть он не зашел на себя защитную одежду.
не одел каску, не одел наколенники, подлокотники. Потому что даже если нет другого транспортного средства, он может от любого камушка или ямы не справиться с управлением и упасть. Повредить голову, поломать ногу или еще что-нибудь. Потому что эта техника травмоопасна? Либо любая техника Любая травмоопасна? техника на колесах опасна. Даже взять ролики на ногах, вроде небольшая, невысокая скорость, но нечаянно упадешь и можешь повредить. Владимир, большинство, вот вы стараетесь предупреждать детей, как избежать различных травм на различных локациях. Это будь то вода, будь то дорога, если это на транспорте, либо, может быть, даже электроприборы, то есть и дверь не открывать незнакомым людям. Вы стараетесь это делать со своей стороны, разово встречаясь. Что делать родителям для того, чтобы... Потому что летний период – это, конечно, период каникул, целых 3 месяца для детей. Но у родителей, к сожалению, это неделя-2 отпуска. И не всегда взрослые находятся рядышком со своими детьми в течение целого дня. Какие основные правила для родителей должны существовать, как им предупреждать своих детей, какой им подход найти? Кроме того, что вы сказали, мы проводим предупредительные беседы и профилактику с детьми и с родителями, как вести себя в интернете. Потому что в интернете есть много мошенников, которые могут своровать ваши личные данные, вашу информацию, обмануть. Родителям могу посоветовать только одно: воспитывать своих детей так, чтобы не было за них стыдно. Важно ли говорить практически ежедневно о мерах предосторожности различных с детьми своими? Практически всегда. Даже если вы находитесь вместе, если вы находитесь по отдельности, на расстоянии. Потому что мы все знаем, что наши родители ездят на заработки, дети остаются без присмотра, остаются на попечении бабушек, дедушек. Бывает, что один родитель остается, который не справляется, он пытается как можно больше социально обеспечить свою семью, своих тех же детей, чтобы их детство не казалось таким мрачным, как казалось наше детство в одно время. То есть дать больше своим детям, нежели как будто бы было у нас, да? Да, мы всегда хотим хочется больше сделать, потому что мы тоже не жили тоже неплохо. Но хотелось бы, чтобы наши дети жили еще лучше, а наши внуки еще лучше жили, чем наши дети. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день вы включали детям различные видео поучительных историй, которые бывают в жизни, да, опять же, история с ребенком, которого похитили, узнав через соцсети информацию о нем, и другие вот некоторые моменты. Скажите, у нас вообще такое бывает, не бывает, как часто бывает? Ну, я даже не о статистике самой, я о конкретных случаях, но насколько вот это все опасно, раскрывать информацию о себе? Я вам скажу, что это реально существует такая опасность, потому что в последнее время, если вы заметили, в средствах массовой информации очень много возникает сообщений, да и у нас тоже приходят сообщения о том, что звонят бабушкам или дедушкам и говорят: вот ваша дочка или ваш сыночек, ваш внучок попал в ДТП. Для того, чтобы избежать последствий, вам необходимо срочно заплатить такую-то сумму. Взрослые, бабушки, дедушки верят почему-то. Ну, я хотел бы сказать им, что прежде чем что-нибудь передавать, необходимо позвонить тому человеку, кому якобы был причинен или попал в такое происшествие, и убедиться. С другой стороны, хочу вам сказать, что денег посторонним лицам или давать какую-либо информацию своих личных данных посторонним лицам ни в коем случае нельзя.
Но играют ли они больше на эмоциях людей, там, где выключается логика, да, и здравый смысл, скажем так, и в первую очередь идут эмоции, и, может быть, человек за счет этого как-то вот теряется. И... Ну, они очень хорошие психологи. Прежде чем вынудить какую-либо информацию или принудить свою какую-либо информацию, они изучают этого человека. Достаточно им пару минут, чтобы они знали, стоит с этим человеком дальше вести диалог или прекратить и перейти на другого человека. Скажите, вот у нас дети предоставлены в большинстве своем себе. Как вы думаете, им все-таки полезнее находиться в лагерях в летний период чаще, чем дома? Знаете ли, дети бывают разные. Есть дети, которые очень общительные, и они любят быть в обществе, в коллективе. Чтобы не сидеть дома, им желательно в лагерь, чтобы они развивались. Но и детям, которые остаются дома одни, тоже нужно общество. Их надо приучать к тому, чтобы они как можно больше общались со своими сверстниками, взрослыми тоже людьми, более взрослыми. И поэтому я считаю, что необходимо расширить диапазон, расширить лагеря. Я понимаю, что у нас в Скабрате, что у нас остался? Олимпиец и Чайка. Кангасский закрыт, он не открывается. В Чадурунге два лагеря есть. Ну, конечно, один есть. На сегодняшний день... Очень мало лагерей. Наши дети ездят и в лагеря, находящиеся в ведомстве управления образования, Министерства образования. Вы имеете в виду Кишинев? Да, Кишинев. Ездят туда по путевкам. Но нашим детям очень сложно там общаться, потому что они общаются на госязыке. Среда общения, да. Я сама даже сталкивалась, что ребенка отправляла, и сложно интегрироваться, потому что в большинстве своем говорят на румынском. Но, несмотря на это, я хочу сказать, что детям нужно как можно больше общаться на иностранных языках. Не только потому, что на своем ты и так общаешься на нем. Но общаешься на румынском, общаешься на белорусском, общаешься на... Да и даже те же другие. Даже на том же русском языке общаться, все равно люди развивают свое мышление, развивают... То есть не нужно этого бояться, потому что это только хорошо. Это только к лучшему будет вести. Особенно в молодом возрасте, в детском возрасте языки схватываются намного быстрее. Ну, да. Поэтому одни только плюсы. У меня сын русскоязычный. Я его отправил 3 года назад в Ладовую воду. Ему очень сильно понравилось, потому что там общались только на румынском языке. И по приезду с лагеря он начал понимать, о чем люди говорят. Вы делаете статистику в целом за год, скажем так, по происшествиям. Скажите, все-таки летний период, он более травмоопасный для детей, как я и в начале программы говорила, либо в течение года, даже когда в период обучения, тоже могут происходить различные негативные случаи, скажем так, с подрастающим поколением? В принципе, в течение года всегда можно... Есть вероятность? Есть вероятность, потому что зимой это гололед, обморожение, летом солнечный удар, озера можно утонуть. То есть вероятность получить какие-либо увечья в любой период времени можно сделать. То есть статистика нам говорит о том, что в любое время года происшествия одинаковые. Сталкивались с тем, что в летний период многие, скажем так, ребята, которые младше 18, у них становится популярным такой вид транспорта не только как, не знаю, велосипед, скажем так, самокат тот же, скутер, но и мотоциклы. Еще раз, да, квадроциклы, мотоциклы. Если, расскажите для вот такой категории ребят, насколько это опасно, насколько важно иметь права какие-то, с какого возраста нужно иметь права для того, чтобы садиться на... Это уже взрослый транспорт.
Ну, по поводу водительского удостоверения, по поводу прав, я уже сказал, что все допускаются к управлению с 18 лет. Потому что, если есть категория, вернее техника, на которой необходимо водительское удостоверение. То есть 18 лет. До 18 лет нельзя. Обучение можно начать раньше? Обучение можно начать. Со скольки? Обучение с 15-16 лет можно начать обучение. Но ездить практически только под присмотром, обучаться под присмотром опытного человека, который имеет навыки, имеет категории на данный вид транспорта. По поводу мотоциклов, это очень сильно опасный транспорт, потому что, можно так сказать, если человек купил мотоцикл, он купил себе могилу, можно сказать. Рассекают ночами очень часто, очень много. Это мое личное мнение, это не относится, это мое личное мнение, потому что человек, садясь за двухколесный мощный мотоцикл, он развивает бешеную скорость, у него, если нет реакции, он может не только повредить себя, сделать себе какие-либо увечья, но он может и сделать увечья посторонним лицам, и которые находятся даже в другом транспортном средстве или пешеходу, тому же самому пешеходу. А еще будет сильно обидно ей, если он еще сел за руль пьяным. А в наше время есть дети, которые нет 18 лет, без защитной экипировки садятся за мотоцикл по ночам, катаются в населенном пункте, это обычно распространено в селах. У нас в муниципе Камрата я не замечал так сильно. Есть моменты, но на квадроциклах, я смотрю, люди катаются, но они полностью экипированы и ездят по проселочным дорогам, не по там, где автомобили. Да, они стараются там не ездить, они стараются ездить по проселочным дорогам. Но и по проселочным дорогам тоже опасно, потому что в любой момент мотоцикл может перевернуться. И он ездит, опять же, без взрослого человека. Плюс ко всему, транспорт должен быть в порядке, как положено. Технически укомплектованный, в порядке, да, это без вопросов даже не обсуждается. Скажите, двухколесный, скажем так, транспорт, он опаснее автомобиля? Ну, посмотрите, вот возьмем, автомобиль находится на 4 колесах. То есть он в любом положении он всегда будет стоять на колесах. Более устойчивый. Более устойчивый. Мотоцикл, он двухколесный. Ребенок, которому даже возьмем 18 лет, крепкому, здоровому ребенку, мотоциклы тяжелее, потому что есть разные категории мотоциклов. Есть тяжелые мотоциклы, как раньше были МТ, Урал, вот такие, и сейчас более-менее уже легкие. Но несмотря на это, его тяжелее удержать. И справиться с управлением намного тяжелее, чем с автомобилем. При экстренном торможении с мотоцикла можно вылететь сразу же, если ты не знаешь, как правильно им управлять. А на автомобиле тормознул резко, машина осталась как купольник. То есть я считаю, что более безопасно это является автомобиль. Мы, опять же, подходим к тому, что необходимо знать правила, а их можно получить только изучая, пройти курс обучения и иметь на это соответствующие документы, права, соответственно. Да. Вы раздавали сегодня брошюры. Что в них входило? Насколько важная информация была в них? Ну, кроме правил поведения на воде, кроме мотоциклиста, будь осторожен на дороге, мотоциклист. Кроме этого, у нас были еще такие буклеты, как вести себя на воде, как избежать буллинга, чтобы избежать от вредных привычек, избавиться от вредных привычек, потому что у всякого есть свои вредные привычки. Не стать жертвой хулигана и самим хулиганом не быть. Вот такие вот буклеты. Скажите, в завершении программы вы сами, как родитель, не только как должностное лицо, которое по работе своей объясняет детям все вот эти вот важные навыки, правила, вы как родитель в своей семье,
Вот эти вот воспитательные, профилактические меры, беседы проводите часто? В первую очередь, что говорите своим детям? Выехал на дорогу, смотри, где ездишь. Увидел автомобиль. Если едешь по проезжей части, потому что у нас улица узкая, и тротуаров практически нет. На тротуарах нельзя ездить, они ездят по проезжей части. Увидел автотранспорт, прижмись к обочине, остановись. Пошел с детками гулять, смотри, с кем общаешься. С незнакомыми старайся не общаться, вообще избегай общения с незнакомыми людьми, даже если они тебе будут предлагать сладости, покататься на самокате, дать покататься на самокате или на мотоцикле, или на машине. Ни в коем случае, чтобы они этого не делали. И кроме этого много-много чего. Сейчас сходу сказать невозможно. Потому что пока в каждой ситуации бывает, вот сегодня он захотел. То есть по мере надобности, да? По мере необходимости. Пойду поиграю в футбол на площадке. Говорю, смотри, как будешь переходить дорогу. И с кем ты будешь общаться. Каждому отдельному случаю прилагаются свои правила. Свойства тоже. А в завершении программы хотелось бы, чтобы вы обратились ко всем детям Гагаузии и напомнили им о самых-самых важных правилах, которых должны придерживаться для того, чтобы быть здоровенькими на радость маме, папе. И себе, конечно. Уважаемые детки, летняя пора – это очень хорошая пора. Но и надо беречь и себя тоже, потому что на сегодняшний день очень много происшествий бывает именно с детьми, которые не слушаются своих родителей, не слушаются замечаний, предложений взрослых посторонних. Скоро лето заканчивается, и вам необходимо готовиться к учебному году. Желаю вам провести очень увлекательные летние каникулы, позитивно всегда, чтобы вы были. И хорошей учебы в будущем. Я благодарю вас, в свою очередь, Владимир, что вы согласились принять участие в нашей программе и в очередной раз рассказали обо всех важных мероприятиях, которых должны придерживаться дети для того, чтобы обезопасить себя.